В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего в воскресенье. С вами Василий Раченко и коротко о темах выпуска. Новый предварительно положительный результат на коронавирус выявили в Якутии. Медики изолировали женщину, приехавшую в конце марта из Нидерландов. Завтра школы Якутии начнут четверть в дистанционном режиме. Как будет проходить процесс и как быть тем, у кого нет доступа в интернет? Более 350 миллионов рублей правительство страны выделило на обеспечение жильем ветеранов войны. Пожар произошел в строящейся инфекционной больнице в Москве. На стройке площадки загорелось несколько палаток. Один из рабочих в результате пожара погиб. Напомним, что ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о ходе строительства нового инфекционного центра в Новой Москве. По его словам, основные работы были завершены, специалисты приступали к отделке медицинских корпусов. Продолжаются работы по строительству коммуникаций, кислородной станции, очистных сооружений и так далее. У жительницы Якутии, прибывшей 29 марта из Нидерландов, анализы на коронавирус показали предварительно положительный результат. Подозреваемая в наличии COVID-19 находится в инфекционном стационаре города Якутска. С момента прибытия в Якутск женщина находилась на самоизоляции. Круг ее контактов изолирован, сейчас они также сдают анализы. В России доклинические исследования вакцин от коронавируса начнутся с 11 мая. Об этом сообщил генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Ренат Максютов. Сейчас вакцины от коронавируса в России испытывают на животных, мышах, хорьках, низших приматах. Эти испытания, как ожидается, завершатся к концу апреля. Доклинические исследования должны продлиться до 22 июня, а клинические начнутся 29 июня. 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей зарегистрировано в России. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач страны Анна Попова. По ее словам, в 96% случаев коронавирус передается капельным путем и лишь в 4% воздушным. Один заболевший способен заразить 3 человек, а если это бессимптомное течение, то 1 человека. Попова отметила, что около 25% всех инфицированных не имеют выраженных симптомов. Болеют и дети, болеет и молодежь. И на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 235 случаев заболевания среди детей. И у 17 из них сегодня протекает пневмония. К счастью, тяжелых детей среди них нет, но легкое и среднетяжелое течение острого респираторного вирусного заболевания сегодня мы регистрируем у 41 ребенка. В ходе пресс-подхода вице-премьер Татьяна Голикова объяснила приостановку возвращения россиян из-за рубежа. Власти России взяли тайм-аут в вопросе вызова на 2 дня, чтобы сформировать списки тех, кто должен вернуться на родину. Кроме того, российский вице-премьер назвала страны, из которых чаще всего приезжают зараженные COVID-19. Это Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты. Голикова также сообщила, что по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей на первом месте стоит Москва. За ней идут Республика Коми и Бурятия. Введен временный тайм-аут на прилет рейсов сюда из-за рубежа с нашими гражданами. Временный тайм-аут – это 2 дня, суббота и воскресенье. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию Российской Федерации. Для этого на информационном ресурсе госуслуги, вы знаете об этом, размещена соответствующая анкета, которую должны заполнить граждане, желающие вернуться в Российскую Федерацию. На основе этой информации нами будут сформированы соответствующие полеты и соответствующий график в те страны и в те города на территории Российской Федерации таким образом, чтобы максимально сосредоточить или скомплектовать борты, чтобы это было в одну точку.
Новостям нашего региона: дети из малообеспеченных семей Якутска получат планшеты для дистанционного обучения. В столичные школы распределили 525 планшетов. Каждый комплектуется сим-картой с пакетом интернет-трафика. Безлимитный пакет интернета предусмотрен до 1 мая. На закупку электронных устройств из бюджета города направлено 6 миллионов 400 тысяч рублей. Мы беремся в скобки и... В течение каникул к новшествам готовили учителей и школьников. Насколько учебные заведения республики готовы сесть за электронные парты, выяснял Сергей Михедов. Екатерина Пеливан, учитель русского языка и литературы в столичной школе номер 31. Молодой специалист преподает среднему звену, то есть ученикам с 5 по 9 классы. И отмечает, что с процессом учебы особых проблем не будет. Куда сложнее проверять знания, ведь самостоятельность выполнения аттестационных работ дистанционно не проконтролируешь. Выбрала для себя сразу 3 учебных площадки. В общем-то, я думаю, что для молодых педагогов не составит труда выходить на данные учебные платформы. Надеюсь, что оставшееся время до конца апреля мы проведем занимательно, интересно, откроем для себя очень много нового. Около недели к дистанционному режиму работы готовились школы республики. Обучали преподавателей, инструктировали школьников и их родителей. И это только вершина айсберга. Проделан колоссальный объем работы. И все для главной цели, чтобы ученики, оставаясь дома, продолжили получать полноценное образование. Мы понимаем, что успешное усвоение программы в режиме дистанционного обучения зависит от всех участников образовательного процесса. Педагоги лицея готовы к переходу дистанционного обучения. Мы переделали расписание звонков. Мы взяли согласие у всех участников образовательного процесса о переходе на дистанционное образование. Верим, что эта ситуация скоро стабилизируется, и мы перейдем на обычное образование. Для того, чтобы избежать дополнительных трудностей, например, со скоростью интернета и доступом к учебным платформам, в канун начала учебной четверти глава Якутии внес изменения в специальный указ. Труднодоступным и отдаленным местностям, где невозможно учиться дистанционно, разрешено обучаться небольшими группами до 12 человек. Также для всех участников образовательного процесса на 1 месяц предоставили неограниченный доступ к сервисам учи.ру. Продолжатся и телеуроки на наших каналах НВК Саха и Якутия-24. Я надеюсь, что наша совместная работа педагогов, родителей, учеников даст хорошие плоды, и мы сможем обеспечить образовательный процесс таким образом, чтобы учеба была насыщенной, интересной и плодотворной. В целом, школы Якутии к дистанционному обучению готовы. А каким будет качество образования через интернет, во многом будет зависеть и от желания самих школьников учиться из дома. В любом случае, этот опыт принесет большую пользу. В скором времени, возможно, такое понятие, как карантин по ОРВИ и гриппу, исчезнет, и его заменят уже знакомым переходом на дистанционное обучение. Сергей Михедов, Якутск. Краудфандинговый проект по производству респираторов запустили в Северо-Восточном федеральном университете. Он стартовал в условиях нехватки ресурсов и повсеместной изоляции. Возникла необходимость в удешевлении стоимости и ускорении производства респираторов и иных средств индивидуальной защиты. Это позволит повысить степень защиты респираторов и обеспечить их доступность для населения и организации. Так прокомментировал руководитель центра Роман Гоголев. Краудфандинг предназначен для сбора средств, требуемых для усовершенствования моделей и техкарт. Компания тепло встречена российскими и иностранными вендорами. Первым российским спонсором стала компания «Аскон». Это крупнейший разработчик программного обеспечения. Один из интеграторов в сфере автоматизации проектной и производственной деятельности. Обсерватор на 170 мест и изолятор на 25 коек организовали в Тампонском районе Якутии. О принимаемых мерах рассказал глава территории Яков Степанов. На территории Тампонского района введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Работает оперативный штаб, ведется мониторинг всех граждан, пребывающих на территории района. Подготовлены обсерватор на 170 мест и инфекционное отделение на 25 коек. На сегодняшний день обстановка в районе стабильная. Случаев заболевания и контактных лиц
новой COVID-19 не выявлено. На базе Центральной районной больницы и единой диспетчерской службы создана горячая линия. Во всех муниципальных образованиях района организована работа волонтеров. Проводится дезинфекция в многоквартирных домах, торговых объектах и учреждениях. Правительство России выделило 352 миллиона рублей на жилье ветеранам войны. Средства направлены в Минпромторг, тот, в свою очередь, перераспределит их между регионами. Выделение средств произвели на основании указа президента Владимира Путина об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В планах предоставить жилплощадь 221 гражданину. Выплаты к 75-летию Победы должны осуществить до майских праздников. Режим самоизоляции привел к востребованности услуг доставки. О том, как изменилась работа в условиях опасности пандемии, нашим корреспондентам рассказали в усадьбе Атласовых. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения руководство договорилось с местными ателье о приобретении многоразовых масок. Из-за дефицита в торговых сетях антисептика для рук его начали изготавливать самостоятельно и класть в подарок к заказу клиентов. Доставку организовали бесконтактным способом. Вся страна сейчас борется с распространением коронавируса. Мы не исключение. Чтобы хоть как-то помочь народу пережить непростые времена, мы даем возможность нашим гостям насладиться любимыми блюдами, не выходя из своего дома. Мы контролируем весь рабочий процесс. Договорились с местными ателье о приобретении у них многоразовых масок. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения сами изготавливаем антисептик для рук, который в подарок кладем с нашими мясными наборами. И самое главное, мы с первых дней появления вируса в Якутске делаем безопасную на сегодняшний день бесконтактную доставку. Забота о наших любимых заказчиках – это наш социальный долг. Не болейте, будьте здоровы, оставайтесь дома. Якутский зоопарк в условиях пандемии показал онлайн новорожденного белого медвежонка. Малыш появился на свет в декабре, но только сейчас окреп, чтобы впервые увидеть снег и солнце. Счастливых родителей белых медведей Колыману и Ломоносова опекает компания «Роснефть». О первом появлении медвежонка расскажет наш корреспондент Сергей Михедов. Ага, а вот и наш малыш. На этих кадрах звезда якутского зоопарка Ортодойду, медведица Колымана, впервые выводит медвежонка в свой вольер. Обычно такое уникальное событие собирает много зрителей, но сейчас, пока зоопарк закрыт, его показали через социальные сети. Выйдя на солнце, малыш держался возле матери, но быстро освоился и начал смело кататься с горки. Таких фокусов в бассейне в Ленинградском зоопарке. Покатился, посмотрите, он укатился вниз. Специалисты зоопарка определили пол медвежонка. Это мальчик. Также его вакцинировали и взвесили. Вес малыша 18 килограммов. Имя новому питомцу пока не придумали. Ожидается, что его выберут в ходе отдельного конкурса. Очень важно, что рождение медвежат в зоопарках в последние годы регистрируется ежегодно. Это, безусловно, является одним из важнейших результатов реализации программы опеки белых медведей в зоопарках России, реализуемой компанией «Роснефть» с 2015 года. Опекуном малыша, как и его родителей Ломоносова и Колыманы, а также других белых медведей во всех зоопарках России является компания «Роснефть». Компания поддерживает ключевые цели устойчивого развития ООН, а в начале этого года «Роснефть» стала участником национального проекта «Экология». Кто знает, возможно, от белого медвежонка, рожденного в Якутии, будет зависеть выживание всего вида. А уже в скором времени у якутян появится возможность всей семьей приехать в зоопарк и понаблюдать за приключениями маленького проказника. Сергей Михедов, Кангаласский улус. Это были главные новости уходящего воскресенья. Наш телеканал продолжает следить за развитием событий и держать вас в курсе. Находитесь дома, берегите себя и до свидания.